Я все-таки решилась, друзья, убрать свой мох. Иду к Регине Юльякшиной. У нее уже есть своя студия, где убирают мхи. А то у меня, говорит, вот подмышки, когда я поднимаю вот так руку, она говорит, что у меня там волосы торчат. Хотя я бреюсь, что там торчит, я не знаю. Я в 9 классе только узнала, что такое бритва. А до этого мы подмышки, знаете, что делали? Волосы вот так прямо рвали. Вот так, так. Представляете? Вот так мы убирали волосы из подмышек. Студия Регины Юльякшиной. У нее своя студия есть. Она еще, оказывается, собирается в Казани открыть студию. Юн, ты будешь убирать? Да, буду. Ты сама, что ли, умеешь? Конечно. Что, серьезно, что ли? Да. А я думала, кто-то будет убирать. Нифига себе. Я же обучение проходила. Обалдеть. Что-то я боюсь себе доверять своей подмышке. О, прикольненько у тебя. Я даже не думала, что у тебя такая студия есть. Более, мне тоже какой-то такой надо бизнес замутить. Эй, по убиранию юн. Келеген меня юндерге юл кыстап кайтарып барам. И что, сколько процедур надо мне? Я же в жизни не делала. Представляете, Мадустар, я до 45 лет дожила, да, и представляете, ни разу не делала эпиляцию, депиляцию. Короче, юн юл кыстырганым юх. Прикиньте, это будет впервые мой первичный опыт. Мне даже страшно вообще, как это будет происходить. Что будешь делать-то? Ауртмайма? Нет, ауртмай. Да? Да, я тебе сейчас все расскажу, покажу. Тебе так непривычно видеть Да? в белом халате, в перчатках. Девочки, я надела. Доктор. Иринман, можешь играть в такие игры. Халаты бар розовый, бар перчатки. Так, сейчас я проведу осмотр. О, а зачем мальчики, Ирина? Ну, чтобы этот, лучше не попадать. А, да? Ага. О, Вот, Ирина. Юнгупти. подготовилась. А я миги сакырдым. Правильно. Сейчас я тебе сделаю. Аны даже қырғалы он тамали надо, блин. От 8 до 12 раз надо сделать. В среднем. Ага. Один раз в месяц примерно. Пускай меня глапки на будем. А я? Кукей гмак. У кого-то там вырастает волосы. Вырастает? Да, кожу прям. Не было это такого? Никогда. Вот я вот мучилась тоже с вырастанием волос. Через кожу, ну, например, волос тонкий растет, и через плотную кожу не проходит, и он прям у меня гноился прям даже. Вот. Был момент. У меня гноился, я к хирургу ходила, меня вырезали, там что только сделали. Да, потом вот на лазер сразу пошла я. А, лазер, Вырастания уже не будет, да. Раздражения не будет, вырастания не будет. Пока у меня все есть, да? Есть покалывание. Так и хочет меня нагайты покалывать, торговля. Ну, тут я камень не были, тут я. Башкорт тудымды тыйын да, тик ятам, тудымды кызып. Айда дело сделаем на, как раз на Турцию, чтобы хотя бы... А я не побрилась же. У меня есть одноразовая бритва, я тебя побрею. Ой, нет, дорогие, я не могу. Ой, мама. Я же не буду туда лезть. Все равно неудобно мне. Что тут происходит? Тут происходят съемки войны. Короче, мы никогда буш yürümeем. Если Брейерга Барамикан, мне сразу идея гельца, мы думали, давай снимем файн. И Регина уговорила трэш файн. Но не надо хейтить, Итрига. Это просто смешной жизненный ролик. Вот и все. Отсняли быстренько Вайн Дустар. Не забываем ставить лайки. А мне идет белая форма, да? Да, тебе очень интересно. А мне, кстати, знаете, что? Вот я тут задумалась, может, тоже такой бизнес замутить. Хинга, конкурент был. Да. Я не боюсь конкурентов. Да. У меня есть конкурентов, фига было. KFC, Дустар, я знаете, сколько не ела? 5 месяцев. Представляете, ма? А раньше я вообще обожала вредную еду, фастфуд. KFC, Бургер Кинг, Макдональдс. Шундай буқа қашап текерейнем. А қазір жашай алмаймын, но хочу попробовать твистер. Острые крылышки не буду рисковать. Острые крылышки. Қазір острый не идет меня. А я прям ашқадан яна баштайын, ауыр. Я хотела снять. Не надо воровать мой контент, короче. Тотала уже меня контентті воровать это. Еще меня, бля, говорит, мне берели меня в этом видеоларында, которые хинто ширган. Нифига подобного. Когда касается контента, мен капец нық вредный кешімін и очень жадный кешімін. Нық жадный. Жадный. Вот контент должен эксклюзивно только у меня быть. Поэтому мен яратмайм вообще
тусить с блогерами яратмайм шуның арқасында. Яратмайм теге всякие встречи, нейдер тусаларға барырға, теге, где блогеры есть, где кто снимает, мен йөрмейм, потому что я хочу, чтобы у меня был прямо эксклюзивный материал. Юрила, надеюсь, нормально пойдет. Какой вкусный. Regina Himbreni masakan tahan berapa tahun? Tắm nữa là Mình nghĩ rằng tắm là sao em tắm đấy. Будьте кофе, Спасибо. пожалуйста. Спасибо, не хочу. Ну Я и так пейте. 2 стакана кофе выпил. Я вот тоже. Мотор слыхать, как работает. У меня тоже что-то мотор барахлит. Кому кофе сплавить, не знаю. Я домой с собой возьму, На, я обкойна крышка. Такой выведенде. Yok, қазір мен үйге кіремін бүйтіп жүрмін. Мне Миляша кофе своя дала. За которую я заплатила это. За которую я заплатила. Спасибо, Рахмет, очень приятно. Пожалуйста, мен харам түгел. Главное, Менен юморт кеші yok oldu. менде она не жадная на все, но жадная на контент. Новости Афрема. Никаких абсолютно новостей. Все на такой же стадии, ничего не изменилось. Бардак, короче говоря. Я приехала сегодня хотя бы посуду разобрать, кухонный гарнитур протереть, немножко убраться. Администратора мы нашли почти что. Нам нужен был администратор и горничная в одном лице. Очень бы хотелось, конечно, чтобы администратор попался, самое главное, ответственный и, самое главное, чистоплотный. Сами, когда снимаем фрейм или вот такие вот домики, да, в первую очередь я обращаю внимание на чистоту. Когда вот ты приезжаешь и грязно, у меня сразу портится настроение, в таком домике неохота оставаться. Чистота — это очень важно. И еще ответственного тоже ищем, ну, чтобы там не пропадал человек, был ответственный, в любой момент мог подойти по требованию гостей, вдруг они там чем-то там не разобрались, мало ли что может же быть-то. Может, они там не умеют АГВ включать, может, там с чаном какие-то проблемы, может, с сауной какие-то проблемы. И поэтому мы еще искали рядом человека, чтобы в любое время мог подойти и объяснить гостям, как, что, все делается. Короче, очень много всяких нюансов. У меня вообще котелок вот так вот уже кипит. И поэтому я хотела нанять ассистента себе. С ассистентом тоже у меня проблемы, никак я не могу найти ассистента. Все люди меня боятся, потому что я эпатажная, злая, слишком требовательная, слишком крикливая. Чуть что не по мне, я сразу начинаю орать, разборки устраивать. И поэтому люди, вот кто меня знает, они все меня боятся и ко мне на работу не хотят. Раз кто не может работать, тут работать нет. Эй, здорово. Здорово. Что там, Эстель, как? Ох ты, Достар, смотрите, стол привезли. Вот такой вот шикардосный столик, который я вам показывала. Вот с матовым покрытием. Уже, видите, этому столу уже встроено стекло. Вот, смотрите. Вот, видите, стекло матовое. Вообще, ну, царапается, я думаю. И уже стулья пришли. Вот такие вот стульчики. Пластиковые все-таки взяли, чтобы они не морались. Вот, стильненькие, классненькие. Заказали на Озон. А стол купили в этом, на Радуге. Холодильник привезли. Вообще шикардосный такой холодильник. Холодильник в ДНС заказали серого цвета. А, еще вот новость. Лестницу и балясины Альберт покрасил в белый цвет. Вот такой. Заходишь и белый. Белая лестница хорошо смотрится. Вот она. Вообще четко. Вот тут. У нас, конечно, возник спор. Я хотела в темно-коричневый, потом в серый хотела. Потом Альберту говорю, а там же белая краска есть. Может, говорю, белый покрасить. И этот угадали со светом. Белый хорошо смотрится. И смотрите, Достар, вот такое мы освещение повесили. Это мы, которые, помните, в Леруа Мерлен брали. Это такой производственный, конечно, свет, но прикольно смотрится. Когда в Леруа мы брали, нам консультанты сказали, будь какой? Витринный. Это витринный, говорит, производственный. Не так будет хорошо смотреться и уютно. А на самом деле, на деле, оказалось, смотрится прикольно. Прикинь, Вот, посмотрите. Допустим, другую ты хочешь поменять, Ага. или я. Там же есть поменьше, допустим. Что Вот есть? это, ну, поменьше воротин. Ага. А, просто вот так отцепляешь. И всё. О, нифига И, короче, себе. новый только строили, понял? Вообще круто. Вот так же, Штанга да. продается Дополнительно, отдельно. прикинь. Кстати, штанги продаются отдельно. Есть длинные и короткие. В Леруа Мерлен продаются. А вот сюда что, не будешь, что ли, вешать? Ну, окей. Вот сюда. Он да, Югман, он добавил еще сзади тебя. А если Где? я- Он же наверху.
А сюда что, не будешь вешать? Алманың дүрту, блин, сидеряка, Блин, шаврак, аларгарак, они как раз это были со скидкой хорошие. 500 рублей. 500 рублей, кстати, вот такая вот одна штука стоит. Видите, вот одна штука 500 рублей. А штанга вот такая длинная, сколько стоит, Альберт? 1000 рублей, наверное. Я стараюсь вам цены рассказывать, почему и где мы брали, тоже об этом рассказывать, почему. Потому что, чтобы люди знали, что где можно взять вот такие красивые вещи. Вот. А сейчас я буду немножко здесь убираться. Мне самое главное хотя бы с посудой разобраться. Нет, он мог В смысле? В смысле, давайте стаканы, сейчас я вам чай налью. О, Азат нас чаем будет угощать. Ведь вы нормально не делали, не конечно. А что ненормально? Опять, опять. Из молока. Две сковородки Духтар, одна поменьше, одна побольше. Только забыла крышки купить. Вот еще набор кастрюли на Вайлдберрис заказала Духтар. Вот такие блестящие кастрюльки. Видали? Недорогая и не дешевая. А органа. Хорошая, кстати, кастрюлька. Крышка тоже очень хорошая. И ручка удобная. Больше размером, тяжеленькая. Ручки не слабые. У некоторых кастрюль ручки прямо играют, а эта ручки не играет. Самая большая кастрюлька. Это вообще большая. Блин, может мне ее домой забрать, что ли? Она мне нравится. Блин, не сама, запомните. Я, наверное, это домой заберу, большую кастрюльку. Тарелочки белые, суповые. Для вторых блюд. Все по шкафам сейчас распределю. И вот блестящие вилочки тоже на Вайлдберрис заказали. Не дешевый и не дорогой. Вот эти доски же брала в Леруа Мерлен, да, очень хорошие. Мне понравились. Они не тонкие и не толстые. И вообще красота. Не, все, охота забрать домой. Полупластиковая, полуалюминиевая сушилка. Этот верх вот снимается. Здесь вот есть здесь для ложек отдел, да. И сама сушилка вот такая. Примерно вот так выглядит. Если в белом цвете, есть в черном цвете. И низ вот такой вот пластиковый. Вот на ножках. И здесь сушишь посуду. Ну, прикольненькая. Все шкафы помыла, убрала, посуду распределила. Но до конца, что еще посуду не распределила, короче, потому что мы решили вот сюда еще две вот такие полочки белые поставить, в Леруа купить. И сюда хочу бокалы поставить, потом тарелки. А так пока что вот баночки вот поставила, все помыла. Вот здесь это, ложки и вилки распределила. Здесь вот всякие вот, салфетки там. Туда-сюда всякое барахло лежит. Здесь вот тарелочки, бокалы. Вот тарелочки, бокалы я хочу вот здесь полку поставить, вот здесь поставить. Все шкафы внутри помыла. Тут у нас тоже вот кастрюльки, сковородки, всякое барахло. Сушилку вот поставила. Вот, очень элегантная, красивая сушилка. Мусорное ведро. Вот одно только... Забыли еще одно, надо мусорное ведро в туалет. И вот такие вот ежики, которые в Леруа я купила. Я их вот так поставила возле экрана. Прикольно же, да? И пока все. Кстати, обзор на холодильник хочу я вам сделать. Вообще холодильник мне очень понравился. Очень компактный такой, маленький. Мы его установили прям под лестницей. Очень вместительный, кстати говоря. Очень вместительный, вот. Потом морозильная камера есть. Вот, два отдела. Ну, такой вообще хорошенький. Мне очень понравилось. Видите, вот прям под лестницей уместился. Цена холодильника 24 тысячи. Есть ДНС, еще раз повторюсь. Я взяла постельные наборы белого цвета. Почему белого цвета? Потому что Духтар, мне одна женщина посоветовала брать однотонное постельное белье. И вот по ее совету я взяла на Вайлдберрис. Она сказала, очень хорошее постельное белье. Не знаю, правда или нет. Ну, так-то нормально. Ане, просто не говоря. Куте, блядь. И не куте просто не yok, что ли? Yok инде. Вон да, и наволочка, и пододеяльник. И все, мы. Две наволочки и один пододеяльник. Bunu, значит, нейдерін отдельно заказать керек. Давай пока уже ейіп тұрады енді. Айтам 2000 гите бигрек осы. 2000 гитеге хебет постельный набор была, что ли? Так-то вот это не был ақ подушка буха. Блин, подушки надо заказать. Шторы у нас пока что еще не готовы, поэтому непонятно, какое покрывало сюда подойдет.
Я, короче, блин, сделала все почти как у себя дома. Кровать точно такого цвета, такое покрывало. Свой этот старый светильник принесла, вот он, видите, с бахромой его сюда. Напоминает, да, наш дом? Меня бунда калдырал, что ли? Была рештерим бүттілер. А мен бунда хлам постель равная, там, представляете, весь постель бунда, да, и я лежу среди этого хлама. Ой, я поспала. Кстати, очень хорошо поспала. Альберт, сколько я поспала? 2 часа. Кетелі. Мен айтам, хин әрбір яңа үйде бірінші болып интеуде хин ұйқылап сықтың, Это у тебя традиция какая-то, да? Традиция, но мы сюда йокламамыз, Альберт апарса. Шуға, Альберт айтам, мен бүгін бұл үйде ұйықтаймын дей. Қазір апарып қоямын да дей, и ұйықлаймын да дей. Оқшап қаларда көсіп кетірің әлі. Отдельно менен башқа сығырсың. Будешь и администратором, и горничный. Я что-то снимать поляр, или банщик был или парильщик. Так что, девчонки, снимайте у нас этот домик. Альберт будет обслуживать вас. Альберт идет бонусом.